1991 года по инициативе Союза журналистов России 15 декабря отмечен в стране как День памяти журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. 2014-2015 года стали особо трагичными для журналистского сообщества. В одной только Украине в период политического кризиса и гражданской войны погибли 14 журналистов. Профессия журналиста – это не только бесконечное общение с интересными людьми и путешествия по интересным и удивительным местам. Розовых очков на всех не хватит. Рано или поздно их приходится снимать и видеть мир во всех его оттенках, порой ужасающих. Война, убийство, разрушение. Журналисты готовы отправиться и в самое пекло ради того, чтобы мы с вами видели и знали. По данным, ежегодно в России при различных обстоятельствах погибают около 10-20 репортеров, в том числе и от рук преступников. Некоторые убийства журналистов остаются нераскрытыми долгие годы. Республика Дагестан тоже помнит своих героев, слово и правда которых для кого-то оказались неприятны и даже раздражительны. Одним из таких честных журналистов был Абдулла Алишаев. Человек огромной выдержки, недюжего таланта и невероятной трудоспособности. Он отдавал себя полностью, даже беспощадно, скажем так, в ущерб иногда чему-то собственному, может быть, даже здоровью. Он не смотрел на это, у него не бывало лень, или я не могу, давай отложим, я не хочу. У него таких отговорок не было. Надо, он был заряжен. Если это надо делать, он уже готов был встать в любое время, идти и делать эту работу. Он любил свою работу, по-другому и быть не могло. И все, кто знает Абдуллу, скажут то же самое. У него не было вот сидеть за чаем и говорить о чем-то отвлеченном от работы. Он всегда был в процессе. Если он работал, скажем, над историческим, вот все вокруг него, он всех заражал этой идеей, всем рассказывал. И со всеми беседовал на эту тему. И даже вот один из его друзей, Керим, рассказывал, как вот мы сидели, говорит, смотрели кино, и тут он как бы подскочил, или его, видимо, осенило, и начал говорить о работе. Мы все удивились. Абдулла, расслабься, мы чай пьем, сидим, отдыхаем. Да нет, какой там чай, ты послушай, что мне в голову пришло. И он ему начал рассказывать. И мы все заразились и начали ему говорить, да, а если так, а если так. И утром он уже ехал в горы и уже снимал этот репортаж. Вот, сидя за чашкой чая, он нашел то решение, которое долгое время, видимо, его мучило, не мог найти. Вот это был весь Абдулла, в этом был. Свою журналистскую деятельность Абдулла начал в далеком 96 году. Впоследствии он стал более известен как исламский журналист. Но известность – это не то, зачем он гнался. И единственной его целью было продвигать духовно-нравственные религиозные ценности. Он знал и верил, что потенциал религии можно и нужно использовать абсолютно во всех сферах жизни общества. Это нравственность, это борьба с наркоманией, алкоголизмом и венерическими заболеваниями и, разумеется, образование. Этому он уделял особое внимание. Алишаев был одним из активных сторонников практики раздельного обучения юношей и девушек в образовательных учреждениях. Он доказывал и пытался донести до общественности, что раздельное обучение и основы религии в школьной программе благотворно и правильно скажутся на вливании детей в общество. Если ему нужно было сделать работу на какую-то тему или высказать свое мнение по тому или иному вопросу, он огульно не высказывал, он старался изучить этот вопрос досконально. И потом уже, что немаловажно, объективно говорить о нем, то есть показывать обе стороны. Не говорить вот это хорошо и не говоря о том, что плохо, или говорить это плохо и не показывая хорошую сторону. Он старался давать всю палитру мнений. Он, как я уже сказал, не говорил на какую-либо тему, не зная ее досконально. Видимо, это и импонировало телезрителям. То, что он был аргументирован, понимаете, это очень не хватает многим и журналистам, и политикам, и любым деятелям, которые говорят неаргументированно, не опираются на аргументы, не оперируют фактами. Девочки, особенно вот в младших классах, они опережают мальчиков на 1,5-2 года. Соответственно, более развита мелкая моторика, более развиты речевые функции и так далее. Они вообще, девочки, сами по себе более усидчивы. И поэтому, соответственно, если разный уровень развития, то и методика должна быть разная. А получается, что в
в классе, где учатся вместе, там невозможно сделать разную методику для девочек и мальчиков, там ты должен им одинаково преподавать предмет. И у мальчиков поэтому вот с младших классов складывается комплекс неуспешности. Большинство из них троечники, хулиганы и так далее, потому что вообще сама система обучения, она более ориентирована на девочек, она требует усидчивости какой-то определенной. К этому девочки более склонны, они более склонны просто запоминать материал, сидеть там, что-то усердно писать. Мальчику надо больше двигаться, то есть вот методика, она должна быть разной. Для меня важно, чтобы школа была моим союзником в воспитании скромной девушки, будущей замечательной жены и заботливой матери. Начало 2000-х. Период наплыва в Дагестан идеологов, пришедших учить дагестанцев новому, но якобы истинному вероубеждению, а по сути искаженному, жестокому, противоречащему всем догмам традиционного ислама. Ряд богословов Дагестана и Абдулла Алишаев, будучи их рупором, моментально среагировали и поняли, что с собой несет идеология под названием ваххабизм. И молчать об этом никто не был намерен, за что многие и отдали свои жизни. В числе мучеников оказался и сам Абдулла Алишаев, оставшийся верным своему слову, убеждениям и любимой профессии до конца своих дней. Боязнь вообще была ему не свойственна. Даже, я бы так сказал, трусость была ему даже неприятна. И в отношении себя, и других. Просто для него это было негативное качество. Чтобы чего-то бояться и что-то не сделать. Что касается обыкновенного ваххабизма, он хотел сделать не только обыкновенный ваххабизм, к сожалению, он не успел, он хотел показать обыкновенный ваххабизм. Следом должен был быть фильм «Чистый ислам». Как он сам говорил, он пришел на телевидение не ради телевидения, не ради того, чтобы получить известность, а чтобы донести до людей ту истину, которую он видел в исламе. И с этой целью он задумал вот этот обыкновенный ваххабизм, чтобы показать это чуждое негативное проявление в исламской среде. И следом, как я говорю, должен был быть фильм «Чистый ислам», то есть показать негативную сторону и показать ту чистоту, которая свойственна нашей религии. Я же говорю, он был человеком объективным и всегда опирался на факты. К сожалению, «Чистый ислам» он начинал делать, но у него не хватило на это времени, и этот фильм так он и не сделал. А страха у него не было. Я же говорю, ему это даже неприятно было, когда ему кто-то говорил об этом, потому что он считал, что это очень мелко. Из-за боязни, из-за трусости не делать свое дело и делать его так, как надо делать. То есть с полной отдачей. Поэтому я думаю, даже если и вылез каких-то, он просто не обращал внимания на это. Отец говорил, я помню, я присутствовал при этом разговоре, когда отец сказал, вот, мол, у тебя семья, дети, тебе тоже могут что-то навредить, что-то сделать. Он говорит, а почему они должны мне вредить? Я выпустил фильм, пусть выпустят опровержение. Пусть сделают такую же работу, опираясь на факты, зачем, причем тут моя семья. То есть у него был вот такой подход к этому. Эрудиция, образованность, умение говорить и дискутировать на абсолютно любые темы, вкупе с его скромностью, простотой и мягкой манерой общения, очаровывали всех, кому когда-либо приходилось общаться с ним или смотреть его телепроекты. Ему просто хотелось верить. Возможно, его убедительность в большей степени излила недругов. 3 сентября 2008 года Абдулла Алишаев покинул этот мир. От рук тех, для кого слово честного журналиста было ненавистной правдой. Но они не учли один простой факт. Убийство Абдуллы Алишаева только укрепило истинность его правды, а слово и дело его никогда не умрет. Как и тех, кто также бесстрашно шел по этому же пути. Мы помним. Что сказать, я единственное, что прошу телезрителей, дуа делайте за нас. Если вы чуть-чуть хотя бы переживаете, сочувствуете той работе, которую мы делаем. Как-то мы вам интересно, вы вот сейчас смотрите нас, да? Просто просите Аллаха, чтобы Он нам наши грехи простил и дал такой амал, которым был бы сам доволен. А мы, иншаллах, будем за вас дуа делать.